Сегодня мы вместе с вами развенчаем миф о том, что таджики в России — это только гастарбайтеры, строители. Вы больше никогда с усмешкой не скажете: Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что по некоторым подсчетам более 100 выходцев из Таджикистана смогли стать долларовыми миллионерами в России. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. За 20 последних лет немало граждан Таджикистана смогли подняться на высокие финансовые уровни в России за счет собственного труда и капитала. По некоторым подсчетам, число долларовых миллионеров из Таджикистана, представленных на российском рынке, превышает 100 человек. Если в прошлом богатые таджики из России больше старались вкладывать в строительство мечетей, облагораживание кладбищ или ограничивались поддержкой неимущих слоев населения, то в последнее время многие делают реальный вклад в строительство социально значимых объектов на родине, больниц, школ и дорог. Например, предприниматель Фарух Шарипов построил в родном Матчинском районе за счет своих доходов в России современную школу. Другой бизнесмен из Нурабада — больницу. Абдувахид Кахоров, занимающийся реализацией сухофруктов в Ярославле, в родном Исфаре построил Центр культуры и отдыха. Диловар Мухидинов — другой пример успешного предпринимательства таджиков в России. 45-летний бизнесмен 28 лет живет и работает в России. В родном Фархоре на 7,5 миллионов самани построил трехэтажную школу для 420 школьников. После этого он приступил к строительству медицинского центра, больницы и роддома. Как вам такие достижения наших земляков? Ведь этим действительно стоит гордиться. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Диловару Мухидинову принадлежат несколько транспортных и инвестиционных компаний, крупнейшая из которых Трансевразия. Он рассказал, что знает многих таджиков, крепко стоящих на ногах в России, но они не все готовы финансировать в Таджикистан. Среди них много тех, кто работает в сфере логистики, строительства, бизнес-центров, работают в банковской сфере и торговле. Нельзя сказать, что их много. Побольше таджиков представлено в среднем бизнесе. Десятки таджикских бизнесменов работают в сфере деревообрабатывающей отрасли, торгуют сухофруктами, одеждой и участвуют в строительном бизнесе. Кстати, в бизнесе сухофруктов бизнесмены из Фары занимают ведущие места. Среди них есть и те, кто давно вышел за рамки российского рынка и уже работают в Аргентине, Вьетнаме, Индии, Перу и Колумбии. У некоторых даже есть свои собственные плантации по изготовлению сухофруктов в странах Латинской Америки. Среди таджиков есть и ребята, которые дошли до рынка в Латинской Америке. Они со всего мира ввозят товары в Россию, в основном чернослив, орехи и из Америки миндаль. Есть ребята, которые потеснили русских коллег и уже сами из Вьетнама ввозят кешью. Таджики в основном работают в сфере сухофруктов, сказал Ниматов. Сам предприниматель участвовал на конференции в ЮНЕСКО. Он пытался добиться внесения сухофруктов, произведенных в странах Центральной Азии, в список допустимых стандартами ЮНЕСКО продуктов питания. Если эта проблема решится, многие смогут вывозить на продажу свои сухофрукты за пределы Таджикистана на более широкие рынки и страны, не ограничиваясь лишь Россией. В результате это поможет развитию таджикского бизнеса и экономики. Также необычной стала сфера деятельности 65-летнего Саидмурода Сакиева из Донгары, который в 1998 году создал компьютерную программу Пифагор, установленную в компьютерных системах стран России, Украины и Белоруссии. Также он преподает в университете Новосибирска. Тем не менее, пока еще среди выходцев из Таджикистана нет миллиардеров, равных по объему капитала российским предпринимателям узбекского происхождения Алишера Усманова и Искандара Махмудова. Эти двое возглавляют списки богатейших жителей России. Но на самом деле расстраиваться не стоит, ведь таджикские миллионеры достигли всего этого своим собственным трудом, честно, и продолжают помогать. Если не в своей стране, то в России таджикам помогают, также просто россиянам. И этим действительно стоит гордиться, ведь люди не дорвались до денег и просто сами искушают их количество, а действительно помогают другим людям. В этом и есть огромная таджикская добрая душа. А каких миллионеров или просто богатых людей-меценатов знаете вы таджикского происхождения? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!